Здравствуйте. Доброе утро. В студии Светлана Звонарева. И Влад Портнов. Сегодня пятница, 6 марта. Пятница, и в праздничном календаре много врачебных дат. Международный день зубного врача и Всемирный день борьбы с глаукомой. А еще сегодня день подснежников, день платья и Всероссийский день гурман. А также день чизкейка с белым шоколадом и день замороженных пищевых продуктов. Ну, точно, день гурманов. Да. Но это еще не все. Европейский день праведников и Международный день безработицы вместе с Днем благодарности сотрудникам. Все взаимосвязано. День безработицы и день гурмана, и тебя еще благодарят как сотрудника. Ну, а ты просто ешь всякие вкусности. В общем, сегодня день праздничный абсолютно для всех, для тех, кто работает, ест и так далее. Но мы сегодня приготовили для вас много всего интересного. Там будет и рецепт, и еще всякие любопытные подробности. В общем, смотрите анонс. Навстречу 8 марта отмечаем женский день. А также смотрите обзор кинопремьер этих выходных. Учитывая, что сегодня последний рабочий день недели, пришло время... Впереди долгие праздники. Время это говорить. Уже можно. Все, открываем ящик Пандоры. Самое главное, что сегодня уже можно поздравлять наших дорогих и любимых женщин с праздником, с Международным женским днем 8 марта. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Посмотрим, что интересного можно сделать в этот день. Хорошо, что прекрасная пора весна начинается с праздника, посвященного девушкам, женщинам, матерям, бабушкам. В Международный женский день мы желаем вам счастья, здоровья, долголетия, благополучия, тепла, уюта. Пусть сбудутся все ваши мечты. А мы решили провести опрос. Не переключайтесь. Что для вас означает идеальная женщина? Идеальная женщина – это та женщина, которая любит, которая всегда ждет, которая готова принять такого, какой есть. И, конечно же, которая прекрасно готовит и красиво выглядит. Хорошая домохозяйка. Вот и все. Для начала идеальная девушка должна быть хороша собой, должна уметь себя представить перед людьми, в хорошем свете. Потом она должна быть как минимум умной, чтобы могла поддержать разговор, какой бы то ни был. И, в принципе, все. Идеальная женщина? Вау, хороший вопрос. Идеальная женщина, чтобы любила и была женственной, самое главное. Понимающая, кормящая и любящая. Женственная, семейная. Я думаю, красивая. Порядочность, конечно. Умные, красивые. Идеальных девушек не существует. Идеальная женщина, та, с которой уютно и комфортно. Хороших мужчин, чтобы любили. Поздравляем! С 28 февраля по 4 марта в Казани проходил первый очный этап республиканского проекта «Молодежный кадровый резерв». В 11-м сезоне было получено и обработано 1012 заявок из 27 муниципальных образований Республики Татарстан. В проекте принимали участие молодые люди от 16 до 30 лет. Тех, кто участвовал в нынешнем проекте, мы пригласим после следующего этапа. Ну а сейчас мы пригласили в студию участника 2017 года. У нас в гостях участник проекта «Кадровый резерв-2017» Никита Баталов. Доброе утро. Здравствуйте. Чтобы мы сейчас сразу понимали, что кадровый резерв – это такой старт для карьеры в будущем, работы в будущем. Мы сейчас твою должность назовем. Руководитель республиканской программы в сфере профилактики антитерроризма и антиэкстремизма «Мы – это мир». Все правильно? Да. Серьезная тема достаточно. Серьезная тема. Расскажите о своем проекте. О чем он? Спасибо за вопрос. Это не проект, это целая программа, это цикл проектов, это целых 9 проектов, которые мы реализуем на протяжении целого года с командой совместно с нашими руководителями, с Министерством по делам молодежи, с представителями аппарата президента Республики Татарстан, а конкретно антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. Это, как я говорил, ряд проектов для молодежи от 18 до 30 лет. Отдельно хочется отметить то, что летом мы работаем в том числе и с детьми. Эта программа состоит из проектов, которые реализуются в рамках республиканской подпрограммы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан 2014-2022 годы. Если говорить про какие-то возможности, которые мы даем, на данный момент у нас запущена
старт заявочной кампании, конкурс на должность молодежного помощника руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. Конкурс проводится в этом году уже 4-й раз. Если говорить про прошедшие годы, про прошедшие результаты, у нас наиболее продуктивным был прошлый год. Наши ребята показали огромную работу, они смогли масштабировать наши проекты, они реализовали больше 60 мероприятий с охватом 5000 представителей молодежи. Часть из них была трудоустроена, то есть это и наши партнеры, и КЦ-диалог, это и ресурсный центр по исламскому и исламоведческому образованию Казанского федерального университета и другие организации, как общественные, так и государственные. У нас часть ребят прошла и стажировку в антитеррористической комиссии. А вот конкретными делами, вот что конкретно делали? Это как и проекты, направленные на просвещение молодежи в сфере профилактики. Здесь мы говорим о проблеме экстремизма, о том, как попадают в, возможно, террористические какие-то сообщества, о том, как этого не допустить, о том, какая ответственность, само собой, наступает за то, что человек в них вовлекается, человек в них активно действует. Никита потрясающий руководитель, может много рассказывать о своем проекте, это замечательно, но мы должны вдохновлен, видно, вдохновлен, да. Но откуда корни вот такой вовлеченности в свою работу? Да, как вам вот пришла мысль заняться вот именно этой темой? Подожди, мы про кадровый резерв, мы откуда говорим, где делают хороших руководителей? Про кадровый резерв. Куют кадры. Вот, да, хорошее слово. Все навыки, многие навыки были получены как раз в рамках кадрового резерва 2017, где вы принимали участие. Давайте тоже расскажем, о чем этот проект, как он выстроен. Это был 8-й сезон кадрового резерва. В то время у нас был такой некий девиз, 8-очка, переворачиваем, получается, бесконечность. На самом деле очень продуктивный был год. Если мы говорим о выпуске тех лет, есть достаточно много там ярких выпускников. Некоторые из них работают в кабинете министров Республики Татарстан, в молодежном правительстве Республики Татарстан. В 2016 году я подал заявку, прошел отбор. Честно говоря, это было достаточно стрессово, собеседование было достаточно жесткое, проводился Фиулин Ленар Касимович. Я думаю, те, кто так или иначе знает проект «Кадровый резерв», с ним знакомы и примерно понимают, о чем я говорю. И в 2017 году, уже там ближе, после Нового года, там, мне позвонили, сказали, вот ты прошел на первый очный этап. Я обрадовался, пришел. Очень сильно обрадовало то, что проект сам по себе является структурированным. То есть вы туда приходите условно без опыта, проходите первый очный этап. После первого очного этапа вам дают задание на заочном этапе. То есть постепенно, переходя из этапа в этап, вы приобретаете навыки. После первого этапа вы растете условно как человек, который может проводить мероприятия. После второго этапа вы уже растете как человек, который может работать в команде и организовывать собственные проекты. И после третьего этапа вы уже понимаете, что вы в том числе можете заниматься своими проектами, подаваться на какие-то грантовые площадки и развиваться. Ну как в вашем случае с вашим проектом, да, антитеррористическим? То есть это хороший пример, хороший старт для молодых специалистов, да, руководителей и так далее. Еще раз, если говорить простыми словами, простыми тезисами, приходит молодой человек, девушка, 16-17 лет, да, во сколько можно подавать заявки. Ну, до 30, я правильно понимаю? 16 до 30. Поэтому ты не ограничивай, пожалуйста, вот этим вот возрастом. От 16, да, от 16 до 30. Приходит и для начала с ним проводит работу какую? То есть его учат... Его учат разобраться в первую очередь в себе, понять, что тебе нужно от этой жизни и кем ты хочешь быть. То есть вы постепенно выстраиваете совместно... И в какой теме, может быть, ты наиболее можешь себя раскрыть, реализовать, конечно. Да. Это близко должно быть тоже. Конечно, конечно. То есть это не только ребята, которые занимаются там в сфере государственной молодежной политики Республики Татарстан или каких-то других регионов. Это, в том числе ребята, которые занимаются предпринимательством. Это, возможно, уже чиновники. То есть молодые. Да, молодые чиновники. Да, я жил в комнате с лучшим чиновником 2016 года, с Тимуром Аглиуллиным, он тогда еще работал в Министерстве экономики. Вот, то есть это история о том, что вы все приходите на одну площадку, вы все начинаете условно с самого начала. Вы знакомитесь, это на самом деле очень хорошая коммуникативная площадка, и, как у нас говорят, семья кадрового резерва, если ты в него попал, то для тебя условно открыты все двери, потому что выпускники кадрового резерва
на данный момент среди тех, кто выпустился, вернее, хотел сказать, есть очень много тех людей, которые добились достаточно больших, весомых успехов. Это и Дина Гайзатульна, председатель Ассоциации молодежных правительств. Это, если мы можем вспомнить более ранние выпуски, это и Валентин Шахабалов, который возглавляет сейчас ГБУ «Молодежный центр». Это и Алла Кондратьева, это и Алла Абросимова, которая сейчас возглавляет молодежное правительство Республики Татарстан. Ну и много-много других ребят, в том числе, которые в свое время начинали деятельность в сфере парков и скверов, дирекции парков и скверов. Я про Алсу Саетову, она также тоже из кадрового резерва. Примеры для подражания стоит резюмировать, что это хорошая площадка для старта. Добро пожаловать, присоединяйтесь к кадровому резерву, будете раскрывать все свои возможности в будущем, весь свой потенциал. Никита, спасибо большое вам. Спасибо вам. Ну а мы продолжаем и начнем с гороскопа для первых 6 знаков зодиака. Сегодня Овен наконец почувствует себя хозяином своей судьбы, спрячет депрессию в дальний ящик и найдет правильное решение для дальнейших действий. Сегодня овны должны распланировать свой день так, чтобы решение самых важных задач выпало на дневное время. Хорошо, все, что хорошо заканчивается. Именно с этой мыслью сегодня будут засыпать тельцы. Подумайте, может, вы давно не уделяли должного внимания своей второй половинке. Сегодня есть шанс все исправить. Пытаясь поговорить с неким родственником, вы ничего не сможете ему донести. Он останется глухим к вашим словам. Близнецы, побалуйте себя походом в кафе. Вам это пойдет на пользу. Сегодня отличный момент наконец-то доделать мелкие работы, которые и так длительное время были отодвинуты в сторону. Вы, как всегда, рассчитали и просчитали, но могут появиться непредвиденные ситуации. Раки, не отказывайтесь от спонтанного приглашения в гости. Сегодня можете начинать писать список желаний, но помните, с таким настроением вы слона не продадите. Выше нос. Купи слона. Мне подарят слона. Сегодня львов могут с кем-то познакомить. Ему абсолютно не стоит стесняться. Помогите немного разгрести домашние дела своей половине, и тогда вы сможете получить от нее благодарность. Львы, перестаньте требовать от людей больше, чем они могут. Девам стоит серьезно отнестись к просьбе о помощи, которую они могут сегодня услышать. На сегодня у дев может быть запланирован откровенный разговор по душам, который окажется скорее тяжелым, чем беззаботным. Не совершайте никаких покупок на расстоянии, например, через интернет. Можете попасть на плохого продавца или товар окажется не таким, каким его показали. Ну а сейчас вспомним, что происходило 6 марта в нашей республике в разные годы в прошлом. Сегодня 6 марта, и этот день в истории был отмечен самыми разными событиями. В 1902 году родился татарский композитор Мансур Музафаров, лауреат Государственной премии имени Тукая, народный артист ТАССР. В течение жизни он работал на радио, в театре оперы и балета, писал песни и романсы, музыкальные произведения в таких жанрах, как опера и симфоническая поэма. Через год в этот день с Петербургского военного аэродрома в небо поднялся первый воздушный гигант – четырехмоторный биплан «Илья Муромец», на борту которого были казанцы – дворяне Сергей Толстой-Милославский и Николай Казимбек. 6 марта 1935 года кооперативная площадь Казани переименована в площадь Куйбышева, ныне площадь Тукая, а улица Кооперативная в улицу Куйбышева, ныне продолжает улицу Пушкина. В этот день, в 1973 году, в театре имени Качалова открылась Качаловская комната, с которой начинался театральный музей. В ней были представлены материалы о жизни и творчестве народного артиста СССР Василия Качалова. Продолжаем программу важной информации для... Светы. Нет, для женщин. Для всех женщин. Да. Весна в этом году, похоже, пришла раньше на целый месяц. Подарки можно сделать и собственными руками. Вот как, сейчас узнаете. 8 марта – чудесный праздник, который мы любим за весеннюю атмосферу и, конечно, за приятные презенты. Начнем с милого именного аксессуара – подвески чокера. Чтобы сделать чокер, на металлическую заготовку установите штамп для чеканки. Одним сильным движением ударьте по заготовке плоской стороной молотка. Таким образом, можно отчеканить имя, инициалы или дату рождения. Закрепите колечко и проденьте цепочку с карабином или шнурок.
По такому же принципу можно сделать минималистичный браслет, закрепив на нем, кроме пластины, еще и несколько кистей из ниток мулине или кожи. Вариант подарка для дома – корзинка из пряжи «Лента». Такую очень просто связать при помощи крупного крючка. В корзинках можно хранить косметику, запасные полотенца или аксессуары для рукоделия. Любая женская сумочка будет выглядеть куда интересней с ярким брелоком-кистью. Делается элементарно, а выглядит очень здорово. Сувенир для туалетного столика. Органайзер для украшений. Просто наклейте решетку в виде изгороди на небольшую фарфоровую тарелку и задекорируйте место склейки. Вот такие симпатичные мелочи у нас получились. А какой подарок вы бы хотели получить на 8 марта? Хорошего настроения и отличного дня! Желая сделать свою квартиру или жилой дом просторнее и комфортнее, собственники выполняют определенные работы, даже не подозревая, что некоторые изменения запрещены или возможны только после получения разрешительных документов. Что такое реконструкция, перепланировка и переустройство, какие виды работ нужно согласовывать с надзорными органами, а также какие изменения запрещены законодательством, расскажут. Начальник отдела госрегистрации недвижимости по инвестиционным проектам Росреестра Татарстана Энже Мухаммедгалиева и начальник юридического отдела кадастровой палаты Татарстана Лейсан Мельникова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Инжи, пожалуй, первый вопрос к вам. Для начала давайте определимся, что такое перепланировка и что нужно знать, чтобы она была в рамках закона, делалась. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, перепланировка – это изменение конфигурации помещения, да, которое требует внесения изменений в технический паспорт. Что к ней относят? Допустим, разбор или перенос внутренних перегородок, может быть, расширение оконного проема, либо добавление окна, либо, допустим, увеличение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ну и так далее. При этом надо знать, что вот не все, что хочется переделать в своей квартире, подлежит узаконению, да, то есть можно сделать. Допустим, я думаю, всем известно, что нельзя сносить несущие стены, да. Нельзя, кстати, что очень, к сожалению, распространено, переносить радиаторы отопления на лоджию или балкон. Это запрещено законом. Нельзя переносить, обустраивать, допустим, санузел или кухню в другом помещении, если под ним находится жилая комната. Вообще главное правило перепланировки, которое нужно запомнить, что работы нужно выполнять только после согласования с органом местного самоуправления. То есть до начала работ, до того, как вы решили воплотить желаемое в жизни, необходимо обратиться в исполком с заявлением, в исполком по месту нахождения своего помещения, с заявлением соответствующим, приложить к нему документы, это проустанавливающие документы, технический паспорт, проект перепланировки, который вы планируете и так далее. Ну и другие документы. Документы рассматриваются в течение 45 дней, и по результатам заявителю выдается либо решение о согласовании, либо, может быть, отказ в согласовании. В случае принятия положительного решения можно уже начать работы по перепланировке. Ну, с термином перепланировка, я думаю, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался. Но есть еще один термин – переустройство. Лейсан, что значит переустройство? В чем отличие?
С точки зрения законодательства, переустройство помещений в многоквартирном доме – это установка, замена или перенос инженерных сетей, электрического или санитарно-технического оборудования, которое также требует внесения изменений в технический паспорт помещения. Ну, допустим, это установка бытовых электроплит вместо газовых плит, перенос каких-то электрических сетей или установка новых или переоснащение уже существующих туалетов или ванных комнат. Таким образом, переустройство помещения – это не то же самое, что перепланировка, поскольку при переустройстве конфигурация помещения не меняется. Это проще, как бы, да, облегченный такой вариант. Да. И оно обязательно должно проводиться по согласованию с органами местного самоуправления и не должно нарушать строительные и санитарные нормы. Перепланировка, незаконная перепланировка. Мы понимаем, чем может грозить, ну, там, в том числе снос несущих стен. Да, это страшная история абсолютно. Но с точки зрения закона, чем это грозит собственникам? Если перепланировка и переустройство, вот эти данные работы проведены без предварительного согласования, то эти работы считаются самовольными. Сюда же относится и ремонт, который не соответствует предоставленному эскизу или проекту. В случае, если обнаружится, вот, допустим, при проведении самовольной вот этой перепланировки, если вот эти изменения, они не противоречат закону, то в этом случае эти изменения можно согласовать. Постфактум. Да. Для этого надо получить сначала технический паспорт, а потом уже техническое заключение от проектной организации, которая входит в СРО. Вот как раз-таки этот документ и подтвердит, что проведенные вами работы, они не скажутся на конструкцию дома. Но если обнаружится все-таки, что проведенные вами работы, они противоречат законодательству, то в этом случае собственнику грозит штраф до 2500 рублей. И еще... Ну, не особо-то напугали, скажем так. Да, это не очень страшно. Но собственник обязательно обяжет восстановить первоначальный облик квартиры. Да. А если уже собственник не выполнит это требование, то у уполномоченного органа появляется право обратиться в судебные органы. В случае удовлетворения вот этого иска собственника могут выселить с квартиры, а квартиру продать с публичных торгов. А вот судебная издержка и сумма, которая нужна будет восстановить, скажем так, первоначальный облик квартиры, это уже берется вот из этой суммы, а бывшему собственнику остается остаток денег от продажи. Ну, да. А вот, может быть, тогда вот вообще никому ничего не говорить, вот если очень хочется. Переделали. Тихонечко сделали, переделали и сидим, наслаждаемся тихо-тихо, никому ни о чем не рассказывая. Но, к сожалению, наверное, многие так и поступают. Я знаю не понаслышке от своих знакомых, которые уже потом спрашивают, а что же теперь делать? Но все-таки вот эта ситуация, да, когда человек молчит, сделал перепланировку до определенной ситуации. Вот возьмем очень яркий пример, довольно-таки распространенный. Человек сделал перепланировку, не узаконил ее и живет себе спокойно. Но до определенного момента, в какой-то прекрасный день он решает продать квартиру. Да, и, ну, как я думаю, все понимают, вопрос продажи это довольно-таки длительный, долго ждем своего клиента, да, своего покупателя, и вот он наконец нашелся, но у покупателя не хватает денег, он просит кредит в банке, да, то есть приобретает квартиру в ипотеку. Банк в этом случае обязательно направит специалиста, и если специалист увидит неузаконенную перепланировку, то банк в этом случае откажет предоставление кредита. Соответственно, собственник потеряет долгожданного покупателя. Либо другой пример. Многие страхуют, да, свое имущество, в том числе свои квартиры. При наступлении страхового случая страховая организация может отказать в выплате вот этой страховки, да, в связи с тем, что в квартире была сделана незаконная перепланировка. Смотри, как интересно получается. Страховщики могут взять деньги и застраховать, да, ну, как бы, получается, не проверяя, что в квартире, а потом просто не выплатить. А у вас тут стена не там стоит. И такие ситуации есть, и, к сожалению, это приходится опять обращаться в суд. И в конце концов не стоит забывать о возможных конфликтах с соседями, либо жилищно-коммунальной организации, потому что соседи, либо там сотрудники управляющей компании, обнаружив, что у вас незаконная перепланировка, может просто сообщить надзорные органы. И будут правы, правы, я думаю. У нас еще один термин есть — реконструкция. Так, с перепланировкой разобрались, переустройство понятно. Да, что такое реконструкция? Реконструкция предполагает собой изменение параметров
и характеристик объекта недвижимости. Допустим, если изменение характеристик нежилого здания, это предполагает собой увеличение или уменьшение этажности, площади или высоты. Допустим, возведение пристройки к жилому дому или же возведение мансардного этажа, это тоже считается реконструкцией жилого дома. Но важно знать, что вот эти работы, реконструкция, обязательно проводить можно только на основании разрешения на строительство. А в отношении индивидуальных жилых домов и садовых домов это обязательно направить в орган местного самоуправления уведомление о планируемой реконструкции и получить из этого органа уведомление о соответствии вот этих работ требованиям законодательства. А потом по завершении реконструкции обязательно надо получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. А в отношении индивидуальных жилых домов и садовых домов в орган местного самоуправления опять-таки надо направить уведомление о проведенных работах и получить из этого органа уведомление о соответствии требованиям законодательства вот этих проведенных работ. То есть я так понимаю, что квартир, как правило, это не касается реконструкции? Реконструкция больше касается, да, индивидуальных жилых домов. Да. Ну, ты знаешь, есть квартиры, которые на первом этаже тоже себе что-то пристраивают. Да, такое, это балконы? Бывает. Ты имеешь в виду? Нет, не балконы, а вот, проходы, не знаю, там... Да, кстати, яркий пример, когда выкупаются квартиры и потом переделываются в парикмахерские магазины и так далее. Это тоже реконструкция. Давайте завершим. Очень коротко, буквально тезисно. Документы, какие нужно предоставлять документы для дальнейшего оформления изменений? Вот, как я уже говорила в самом начале, допустим, при перепланировке требуется внесение изменений в техпаспорт. И, соответственно, требуется внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости. Для этого после проведения перепланировки либо реконструкции необходимо обратиться к кадастровому инженеру, заказать технический план, который изготавливается в электронном виде на диске. Потом с этим диском вы приходите в МФЦ, в любой МФЦ, независимо от местонахождения вашего объекта, и подаете заявление на кадастровый учет изменений характеристик объекта. Мы, соответственно, получив эти документы, то есть в Росреестре, проверяем, кстати, на предмет вот всех тех норм, которые должны быть соблюдены. И в случае, если все в порядке, в течение 7 рабочих дней вносим изменения в характеристики объекта и затем готовим для вас выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую новые характеристики. И живем долго и счастливо в законном помещении. Совершенно спокойно. Спасибо большое за полезную информацию. Надеемся, что она нам всем пригодится. Ну а мы продолжаем знакомить наших зрителей кроме таких насущных проблем, но еще с духовными ценностями, с духовными основами ислама. Да, сегодня беседа о женщине, ее месте в мире, семье и рядом со своим мужчиной. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословения. Сегодня бы хотелось поговорить о женщинах и о том, как ислам относится к женщинам. На самом деле место женщин в исламе очень возвышенное. Из 114 сур, глав священного Корана, целая сура посвящена женщинам, она так и называется «Женщины». Это не говоря уже о том, что есть сура Марьям, да, названа в честь матери Иисуса, Аллах архамху. Женщины действительно часто и очень благостно упоминаются как в Священном Коране, так и в изречениях пророка Мухаммада, мир ему и благословение. В одном из изречений пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал: «Рай находится под ногами ваших матерей». В действительности он находится под ногами матерей, невзирая на то, какая она мама, хорошая, плохая. В принципе, определение «какая мама» не является ключевым. Наша мать, которая выносила нас и переживала сложности беременности и родов, уже заслуживает огромного награды Всевышнего за этот труд, и мы должны всегда помнить об этом, чтить и уважать. И, естественно, говоря о правах и обязанностях, стоит упомянуть аят священного Корана в суре Бакара, 228 аят. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Женщина имеет такие же права, как и обязанности». То есть у женщины есть как и права, так и обязанности. Но, естественно, эти права и эти обязанности, они не схожи с правами и обязанностями мужчин. Но потому что мужчины сотворены по мудрости Всевышнего определенно иным способом. И их ответственность перед обществом в первую очередь и своей семьей другая. То есть безопасность общества, стабильность общества, мир, как говорится, над головой – это полностью прямая ответственность мужчин. Поэтому мужчины несут ответственность
и за свою жену, и за своих детей. И эта ответственность, конечно же, в первую очередь материальная. Женщина не несет материальной ответственности за благосостояние своей семьи. Главная ее ответственность – это создание уюта, тепла, добра и воспитание будущего поколения. К сожалению, современная ситуация не подтверждает или не соответствует вот этим религиозным, духовным требованиям. И зачастую женщина обязана выходить за территорию семейного очага в поисках финансовой стабильности своей семьи. Муж или сын всегда должны помнить и ценить вдвойне свою мать или свою супругу за этот подвиг. И как только появилась какая-то возможность оградить наших женщин от необходимости заработка, нужно же, конечно, забирать эту ответственность и сваливать на свои мужские плечи. А женщинам их опекать, защищать, так как от их, скажем так, благостности и их стараниях будущее наших детей, будущее нашего поколения и будущее нашей страны. Однажды пророка Мухаммада, мир ему и благословение, спросили, кому я должен по жизни больше всего благости. И пророк Мухаммад трижды ответил, что ты должен оказывать свою благостность своей матери. И только после этого своему отцу и остальным людям. Давайте помнить об этом и не забывать. Мир вам, милость Всевышнего и его благословения. И снова здравствуйте. Наша программа продолжается. В этом году мы будем отмечать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войны. И наш телеканал запустил большой проект «Письма героям». Напишите письмо своему погибшему на той войне предку, деду, прадеду, любому родственнику. Расскажите, как сложилась ваша жизнь, как вы благодарны за его ратный труд, как мы бережно храним память о каждом, кто приблизил победу в Великой Отечественной войне. Как живут и радуются мирному небу над головой ваши дети. Напишите, почему вам так важна эта победа, которую подарил вам солдат, погибший много лет назад, и почему мы все не должны забывать те суровые дни. Письма принимаются в любом виде. Вы можете прислать их на адрес телевидения индекс 42-20195, Казань, улица Шамиля Усманова, дом 9, с пометкой «К 75-летию Победы» или по электронной почте 9mail@tnvtv.ru. Пишите нам. Ну а мы тем временем расскажем вам в обещанном важном утреннем деле. Завтраки. Завтрак, конечно, да. У нас есть обещанный рецепт глазунья в тосте. Настоящий мужской завтрак с женским дизайном. Ну, надеемся, что вашей возлюбленной или вашему возлюбленному понравится. Для этого рецепта нам понадобится тостовый хлеб, нам понадобится вот такая вот формочка, ветчина и яйцо, ну и, конечно, приправы. Первым делом мы с вами с помощью вот этого приспособления вырежем отверстия в хлебе. Вот так вот аккуратно по центру вырезаем. Затем мы выкладываем на разогретую сковородку хлеб. Далее мы разбиваем в него яйцо. Вот так красиво получилось. И сюда мы выкладываем нарезанную заранее ветчину. Так. Вот. Можно больше, можно меньше. И все это мы немножко приправим перцем и солью. Все, и ждем, когда она у нас зажарится. Красота. И на очереди сюжет о пище и интеллектуальной. Вера Гаранина посоветует нам хорошее чтение на предстоящую неделю. Хочу вам представить две небольшие книжечки, они в мягкой обложке. Они все вышли в серии «Романтические страницы русской истории». Это две книги о женщинах. Первая называется «Принцессы немецкие, судьбы русские». Это о
европейских, в основном немецких принцессах, которые стали женами русских царей. Очень интересная книжка, только хочу сказать, что практически ни одной счастливой судьбы. Вот так бывает. А вторая книга называется «Жены русских государей». Ну, собственно, они тоже в большей степени иностранные женщины. Но здесь, в этой книжке, описывается очень много бытовых моментов, как жили женщины высшего света, буквально первые леди, чем они занимались, какие у них отношения складывались с мужьями. Вот две такие книги, очень такие приятные для чтения, интересные, ну, я думаю, что и полезные. Юваль Ной Харари. Краткая история будущего. Эта книга является продолжением уже нашумевшей, очень известной книги Харари «Сапиенс». Я ее прочла. В той книге описывается история человечества, зарождение человечества. И вот говорится о том, почему среди всех человеческих родов остался по сегодняшний день именно род сапиенсов. Вот. Книга интересная. Здесь же, вот в этой книге, описывается будущее человечества. Довольно мрачно автор рисует нам наше будущее. Это грустно. Он приводит здесь много исторических фактов, много научных гипотез, но здесь также много и авторских предположений. Вот примерно столько же, сколько гипотез и фактов, столько же авторских предположений. Поэтому я вот считаю, что эта книга довольно субъективная, но при этом отмечаю, что читать ее очень интересно и любопытно. Хотя я должна сказать, что для подростков эта книга не полезна. С моей точки зрения, может быть, даже и вредна, потому что автор нам рисует довольно мрачную перспективу будущего человечества. А у людей молодых, у кого еще не сформировалась такая твердая жизненная позиция, я думаю, что, прочитав эту книгу, они сумеют неправильно отнестись к своему личному будущему. Вот таково мое мнение. Юваль Ной Харари. Краткая история будущего. Добавляю человечество. Есть еще немного полезной информации для вас. В следующем сюжете смотрите. Ровная осанка и уверенная походка – визитная карточка настоящей леди. Но не каждая девушка может похвастаться такими навыками. Именно поэтому сегодня мы поговорим о 9 правилах идеальной походки. Для начала давайте разберемся, какие основные ошибки делают походку некрасивой. Очень часто многие девушки ставят ноги параллельно друг другу. Это делает походку тяжелой, грубой и мужеподобной. Во время ходьбы ноги нужно ставить друг за другом. Еще одна распространенная ошибка, когда девушки ходят на полусогнутых или абсолютно прямых ногах. Это происходит потому, что при походке женщины используют бедра, забывая о коленях. Слишком активно двигать бедрами во время ходьбы не следует. Это выглядит вульгарно. А теперь перейдем непосредственно к самим правилам. Правило номер 1. Всегда держи спину. Спина должна быть прямая и когда вы идете, и когда сидите. Чтобы почувствовать себя королевой с величественной осанкой, достаточно несколько минут простоять, прижавшись к стенке затылком, икрами, ягодицами и всей плоскостью лопаток. Об этом трюке для правильной осанки, как и многих других, мы уже рассказывали в отдельном ролике. Обязательно переходите, чтобы посмотреть или освежить память. Правило номер 2. Плечи, лопатки, живот. Плечи развернуты, лопатки вниз, живот втянут, подбородок выше. Правило номер 3. Укрепляйте мышцы позвоночника. Чтобы походка была действительно красивой, обязательно делайте упражнения для позвоночника. Подойдет ходьба на ягодицах, прогиб назад, кошечка и другие. И, конечно, не забывайте о чудо-валике, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске. Правило номер 4. Следи за наклоном. Во время ходьбы не наклоняйся вперед. Если ты думаешь, что так быстрее дойдешь, то ты ошибаешься.
Твоя походка будет более быстрой, если ты будешь быстрее передвигать ногами. Правило номер 5. Правильно выбирай обувь. Безусловно, от качества и удобства обуви очень сильно зависит то, как ты ходишь. Если каждый твой шаг сопровождается дискомфортом от того, что тебе что-то жмет, натирает или колет, то о какой красоте и грации может идти речь? Правило номер 6. Одежда не должна сковывать движений. То же самое касается и выбора одежды. Слишком узкая юбка или джинсы, платье, которое касается пола, не только не способствуют грациозной походке, но могут быть опасны из-за риска падений. Правило номер 7. Следи за руками. Руки должны быть немного согнуты в локтях, а также тихонько покачиваться в такт движением. Левая рука должна двигаться синхронно с правой ногой, а правая рука с левой ногой. Правило номер 8. Пятка вперед. Помни, что наступать нужно сначала на пятку, а потом на носок. Ни в коем случае не наоборот. При ходьбе сначала вперед движется нога, а уже потом корпус. Об этом тоже важно не забывать. Правило номер 9 – внутренний настрой. Во время ходьбы излучай уверенность и позитив в каждом своем движении и взгляде. Люди обязательно это заметят. Абсолютно каждая девушка может научиться красивой и правильной походке. Было бы желание. Ничего непосильного в этом нет. Просто определи правильное положение тела, выполняй упражнения, тренируйся, и у тебя все получится. И помни, ты прекрасна, а мы лишь помогаем подчеркнуть твою естественную красоту. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках. Кинопремьеры, киноновинки. Вот что можно будет увидеть в кино. Герберт Уэллс – один из величайших писателей в истории человечества. Сколько людей, ученых, творцов вдохновили его произведения. Кто-то вдохновляется его работами и делает хорошо, а кто-то все портит. Что получилось на этот раз в ремейке фильма «Человек-невидимка». Я, конечно, склоняюсь ко второму варианту, потому что все упростили до элементарного хоррора, но, может быть, вам увидится иначе. Итак, девушка Сесилия, у нее все хорошо, огромный дом, бойфренд, гениальный ученый-миллионер, но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка. И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь. Нашла доказательство, что он до сих пор преследует меня. Тебе явно нужна помощь, Эдриан мертв. Я была в его доме сегодня. Он точно жив. Его прах в урне с вами не согласился бы. Там, на глубине моря, был затонувший корабль. Дальше драма, основанная на реальных событиях «Один вдох». Марине Гордеевой 40 лет, за плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия и никаких перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — твой собственный страх. А теперь реальная история. Фильм основан на биографии королевы фридайвинга Натальи Молчановой. Начав заниматься этим экстремальным видом спорта только в 40 лет, она сумела установить более 40 мировых рекордов, стать многократной чемпионкой мира и основать Федерацию фридайвинга в России. А чем все закончилось? Ну, вспомните, что жанр фильма — драма. Больше нырять нельзя. Забудь об этом. Да ни один живой человек это не выдержит. Я тебя очень прошу, но не надо. Там на конце троса не карточки с результатом. Там написано, что ты смог пройти через свой страх и свою боль. Там написано, чего ты стоишь на самом деле. Давным-давно мир был полон чудес. То были времена приключений и волшебства. Но и веселая детская новинка тоже есть. Мультфильм «Вперед!». Братья-эльфы Йен и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства,
из древних преданий. У нас ровно сутки на то, чтобы вернуть папу. Но я не умею колдовать. Придется научиться. Вот так, локти выше, ноги шире и круть колесом. Локти! Дай сосредоточиться! Ну же! Барли, да не мешай! Барли? Ой-ой. Вот такие фильмы. Ну, это лишь самые яркие примеры этой недели. Есть еще идеи. Культурной программы, да. Да. Что сегодня интересного в Казани? Внимание. В Казани продолжается выставка продажи фиалок и других комнатных растений «Цветочная сказка». Всех любителей цветов ожидает разнообразие красок и ароматов. В одном из театров города покажут спектакль «5 вечеров». История случилась во второй половине 50-х. И вся пьеса пронизана болью воспоминаний о войне и блокаде, былью репрессий, в жернова которых попадает и главный герой. «А до войны здесь жила моя первая любовь», — говорит Ильин в первой картине. «Лишь бы не было войны», — вторит ему в финале Тамара. Виталий Егоров, известный популяризатор космонавтики, прочитает лекцию «Реально ли переселиться на Марс?» и что нужно знать людям об этой планете. В университете Иннополиса он расскажет, почему Марсу уделяют столько внимания, какие препятствия предстоит преодолеть человечеству перед колонизацией и насколько современная космонавтика близка к первой отправке человека на Красную планету. Вход свободный. Ну а сейчас продолжение астропрогноза. Итак, весы. Сегодня вы узнаете новость, которая круто изменит вашу жизнь, наполнив ее яркими красками. Чем больше вы занимаетесь чужими делами, тем выше шансы преуспеть в решении собственных проблем. Возможно, вами сегодня будет недоволен начальник. Ничего, за выходные отойдет. Скорпионы. Сегодняшний вечер отлично подходит для кулинарных экспериментов, а ваши близкие смогут их оценить и будут вас хвалить. Сегодня не стоит вкладывать деньги во что бы то ни было. Скорпионы, кроме этого, постарайтесь найти общий язык с нужными людьми. Только продумайте все заранее, пожалуйста. Стрельцы, сегодня вы сами для себя наилучший гороскоп, и психолог, и гадалка, поэтому слушайте только себя, чтобы получить отличное самочувствие и желаемое в придачу. Ссора с любимым человеком надолго расстроит вас. Будьте аккуратны с вашими деньгами, а то можете их случайно потерять. Сюрприз, который козероги надумали преподнести своему любимому человеку, вознесет его от счастья до небес. Неустанно карабкаясь вверх, козерогам не помешало бы задуматься, когда они, собственно, хотят начинать получать удовольствие от жизни. Водолеи, сегодня отличный день для того, чтобы избавиться от плохой привычки. Быть может, этот вечер одинокие представители знака захотят провести в кинотеатре и полдня будут подыскивать подходящую компанию. Сердце водолеев пронзит разочарование. Рыбы, вы не сможете вернуться в детство, но сегодня отличный день для того, чтобы впасть в него. Сегодня вы будете часто думать о том, что заслуживаете больше, чем имеете. И если вы не перестанете так думать, то накличете на себя беду. Рыбы, если хотите сохранить свою репутацию, отнеситесь к порученному вам заданию более ответственно. Ну и в заключение расскажем вам о том, что мы приготовили для вас на следующую неделю. С верой. Что в православии есть любовь? Не просто картошка. Готовим корзинки с начинкой. Вот как актуально к праздничному столу. Это моя любимая пирожная картошка. Ну, 23 февраля прошло, так что... Ладно, тогда с 8 марта, с наступающим, дорогие девушки, с Международным женским днем. Занимайтесь любимыми делами, учитесь, работайте, наслаждайтесь жизнью. Работайте особенно, да, работайте, работайте и работайте. Если это вам приносит удовольствие. В общем, получайте удовольствие от жизни, это самое главное. Все на этой неделе. На следующий, в понедельник коллеги нас подхватят, расскажут тоже много всего интересного. Я присоединяюсь к поздравлениям, любви нам, здоровья и счастья. Светлана Зунарёва. Влад Портнов были в последнюю неделю этой рабочей недели. Хороших вам выходных и замечательных праздников. Пока-пока. Пока-пока.